Здравствуйте, вы смотрите Авторивьеру. Мы свернули с республиканской трассы и с автоклубом «Внедорожная Абхазия» направляемся в сторону озера Рица. Наша колонна сегодня состоит из 3 автомобилей. Старшие колонны Рулан Дадлева. Рулан, на ваш взгляд, какие прогнозы у вас? Выпал снег, будет сложно проехать к озеру Рица? Здравствуйте, для начала всех поздравляю с абхазской зимой. Будем надеяться, что это будет лайтовый маршрут. Погода покажет, что там будет наверху. Будем надеяться на хорошее, на прекрасную погоду. Гололеда, надеюсь, сильного не будет. Мы доберемся до места назначения. Все у нас будет хорошо. Ну что ж, проведем осмотр дороги. Поехали! Авторивьера периодически обследует многие маршруты в летний и зимний периоды. Мы едем по Рицинскому шоссе. Это один из самых посещаемых маршрутов в Абхазии. Дорога от основного шоссе до озера Рица имеет протяженность 40 километров. И весь этот путь сам по себе является ярчайшим туристическим объектом. Коротко расскажу о дороге. Дорогу здесь строили с 1932 по 1936 год. Позже, в 1948 году, в связи со строительством государственной дачи, дорогу протянули до Аладхары. Из-за сложного рельефа здесь потребовалось проложить множество мостов и тоннелей. Шоссе проходит вдоль реки Бзып, потом вдоль притока Бзыпи реки Гега. В Гегу впадает река Юбшара, и дорога тянется вдоль этой реки по глубокому ущелью. Как я уже сказал, Рулан из клуба «Внедорожная Абхазия». С автоклубом «Внедорожная Абхазия» мы периодически снимаем какие-то передачи, ездим в труднодоступные места. Возможно, что сегодня и эта дорога окажется труднодоступной, да, Рулан? Будем надеяться на хорошее. Надеюсь, мы доедем до места, все у нас будет хорошо. Но если дорогу почистили, то без проблем тут и легковая доберется, если они успели. По крайней мере, полюбуемся зимними пейзажами. Авторивьера с автоклубом «Внедорожная Абхазия» отметим Новый год. Обязательно. Мы люди подготовленные, знаем, что как. Я думаю, все будет хорошо. В крайнем случае лопату никто не отменял. Она у нас присутствует. У вас есть и тросы, я думаю, если надо. И тросы, и лебедки. И лебедки есть, да. И резина, соответственно. Водители в автоклубе «Внедорожная Абхазия» самые подготовленные, самые такие бывалые. По этому маршруту, для тех, кто здесь не бывал, здесь очень много мостов. Дорога извилистая, идет в гору. Рулан, поговорим на тему, что надо делать, когда наступает зима, а вернее перед тем, как наступит зима. То есть хороший водитель что должен сделать? Учитывая то, что мы вообще живем на юге, в принципе, особо мы не страдаем, слава богу, этими всеми болячками, которые надо проводить. Самый минимум, я думаю, все равно мы тоже необходимо должны сделать. Это как минимум зимняя резина. Это всегда должна быть. Как бы ни звучало смешно для юга, но она нужна. На самом деле, тут даже в городской черте, на центральной автотрассе, ночью у нас часто бывает +3 даже, образовывается наледь там на мостах в первую очередь. И на каких-то поворотах, где такие обдуваемые места, наиболее. Самые опасные места получаются, это именно где они обдуваются. То есть ты едешь спокойно, вроде сухой асфальт, и потом попадаешь на эту наледь. Форс-мажор можно поймать на ровном месте. На самом деле это зима, это непредсказуемая дорога. То есть резину надо ставить соответствующую.
Ну, подготовить свои аккумуляторы к зиме тоже необходимо. Аккумулятор тоже должен, да, быть подготовлен. Проверить уровень заряда, плотность Проверить электролита. саму зарядку, сколько твой автомобиль дает зарядки и так далее. Иначе в первый же мороз будете толкать свою машину. Что не очень интересно это делать в холод. Да, автоматы не толкнешь, да? на Автомат вообще нереально толкнуть, да. Если механику что-то можно сделать, то с автоматом свои сложности. Поэтому лучше это сделать все заранее. Ну, а сейчас мы продвинемся дальше, и там, наверное, будет больше снега. Мы посмотрим, как будут вести себя машины на заснеженной дороге. Но эти машины обычно не подводят. Ну, я знаю, да. Hilux Surf. Это одна из легендарных, не легендарная, но одна из легендарных автомобилей. Хорошая проходимость у них. Которая показывает хорошие результаты, показатели дают неплохие. Будем надеяться, что они нас сегодня не подведут. Самое главное это скоростной режим соблюдать. Все остальное как бы уже проходит с практикой. Езда на гололеде, это все практика, конечно. Чем больше ты ездишь, тем больше у тебя опыта. Но никогда не надо перебарщивать со скоростным режимом. Слишком надеяться на технику, какая бы она ни была, тоже нельзя. Надо учитывать сложные дорожные условия, например, да, вот как сейчас, гололед, снег. Ну, водитель перед тем, как выехать, когда вот такие сложные погодные условия, он должен хорошо оценить ситуацию, оценить возможности своей машины, Обязательно. свои возможности и ехать аккуратно. А если уж дорожные условия вообще ужасные, то, может быть, не стоит и выезжать. Бывают такие ситуации, когда не стоит да. выезжать на самом деле, если никакая критическая ситуация в жизни. Лучше переждать этот день-два. И у нас южный край, как бы мало кто подходит к этому делу как бы серьезно, к сожалению. Учитывая сложившиеся обстоятельства, мы в первой части передачи подробно расскажем об особенностях вождения на заснеженной и обледеневшей дороге. При неблагоприятных погодных условиях лучше и вовсе отказаться от поездки. Во всяком случае, следует трезво взвесить и оценить возможности вашего автомобиля, ваш опыт и навыки вождения. Вот несколько советов. Никаких резких движений рулем и педалями. Все делаем плавно. Никакой излишней самоуверенности. Дистанцию увеличиваем в разы, соизмеряя скорость со сложившимися дорожными условиями. В мороз, казалось бы, вы едете по сухой дороге, но неожиданно по пути может оказаться наледь или заснеженный островок. Важно научиться прогнозировать развитие событий на дороге и работать на опережение. Каждый должен знать возможности своей машины, на что она рассчитана, как она ведет себя при различных дорожных условиях. Поведение машины очень разное на скользкой дороге. Соответственно, манера вождения определяется исходя из того, какой установлен привод у вашего автомобиля. Если на переднеприводном входить в поворот следует прибавляя газ, то на заднеприводном это чревато заносом. Поэтому перед поворотом следует сбросить скорость и вести машину в натяг. На заднеприводном и торможение, и резкий газ приведет к сносу авто с дороги. Полноприводные автомобили, напичканные различными системами контроля над дорогой, справляются со многими проблемами. Там, где переднеприводные и заднеприводные ушли бы в занос, полный привод держится уверенно. Но у полного привода момент наступления экстремальной ситуации наступает слишком резко, и выйти из него можно плавным нажатием газа и поворотом руля в сторону заноса. Система блокировки дифференциала хороша при преодолении труднопроходимых дорог на небольших скоростях. При быстрой езде на повороте увеличивается вероятность возникновения заноса. Какими бы системами контроля не был оборудован ваш автомобиль, каким бы приводом он не был оснащен, всем этим надо умело управлять. И еще, каким бы вездеходом ни была ваша машина, как бы хорошо она ни держала дорогу, при остановке это никак не отразится на ее тормозном пути. Тормозят все те же 4 колеса. На такой дороге важно, во что обута ваша машина. Резина должна быть зимняя с хорошим протектором. Шипованная резина лучше держит дорогу на гололеде. В труднопроходимых местах
на колеса стоит надеть цепи. Есть и специальные гусеницы, которые ставятся вместо колес, и автомобиль в прямом смысле становится снегоходом. На скользких спусках важно не дать машине разогнаться, иначе никакие тормоза ее не остановят. Автомобиль будет вести себя как сани с горки. В данной ситуации востребована пониженная передача. Если ваш автомобиль оборудован этой опцией, он медленно, но надежно преодолеет скользкие склоны и предотвратит снос с дороги. То же самое и с боковым уклоном. При езде по таким дорогам лучше держаться подальше от края, особенно если за дорогой глубокий овраг или обрыв. Если вы едете по колее, следует удерживать машину в ее пределах, не дать колесам завязнуть в рыхлом грунте. Выбираться из него будет сложно. Придется раскачивать машину и вращать руль в разные стороны. Это порой срабатывает. Во всех перечисленных ситуациях, чтобы повысить проходимость и устойчивость вашего авто, следует стравить воздух в шинах до 1 атмосферы. Тем самым мы добиваемся лучшего очищения протектора и увеличиваем площадь сцепления с дорогой, что достаточно эффективно при преодолении рыхлых грунтов, будь то снег, песок или грязь. При таких погодных условиях советую держать в багажнике лопату, топор и трос. Они могут вам очень пригодиться. Наличие лебедки у внедорожника позволяет сдвинуть его с мертвой точки и продолжать свое движение дальше. Вот, пожалуй, мы обозначили все важные моменты на тему езды в зимний период. Но если вы захотели там прокатиться на природу, получить дозу адреналина, то надо хорошо подготовиться. Что надо с собой взять? Обязательно в порядке. Надо проверить лебедку, которая установлена на автомобилях. Надо проверить резину. Ну, лебедки, скажем, она не у всех, конечно. Нужна динамические троса, лопата, Топор. Топор. Как без этого? Кофеварка, чтобы подогреть горячий чай. И не забудьте спички. Спички — это самое главное, наверное, что пригодятся в горах. Ну, у вас еще есть, наверное, цепи, всякие браслетики, Обязательно. которые одеваются. Скольжение, конечно, обязательно. Потому что разное покрытие, оно как бы требует разных условий как бы езды, и не всегда даже зимняя резина спасает, на самом деле, она помогает. Иногда надо добавлять как бы цепи против скольжения, либо... Да, люблю вот эту фразу: чем круче джип, тем дальше идти за трактором. То есть всегда есть какой-то предел, дальше которого не проедет уже никакая машина. Погода замечательная сегодня. Шикарно, слава богу, солнышко вышло, даже приятно. Горы просматриваются просто замечательно. Как всегда, недостаточно времени, чтобы останавливаться, снимать красоты. Вот мы видим очень красивые горы. На них свежий снег такой, вчера выпавший. Даже не вчера, который вот ночью выпал. Да, ночной снег. Мы едем вдоль реки Бзыбь, которая вот внизу у нас сейчас справа. А подальше там вот Гега выливается в Бзыбь. Вот туристы едут навстречу, уже посетившие озеро Рица. Мы подъехали к контрольно-пропускному пункту Рицинского национального парка. Здесь вы можете ознакомиться с различной информацией, касающейся этого маршрута. Едем по Рицинскому шоссе. В Абхазии зимой и летом можно отдыхать. Шикарные места. Есть куда поехать, есть что увидеть, есть где проверить автомобили, что мы и делаем. Вот хочу спросить, Роланд, вот мы едем сейчас вот по ущелью, и очень много уже стало кафешек, ресторанов. Ну, как будто едем по такому населенному, густому населенному пункту какому-то. Так Но есть на самом деле. Насколько это вот хорошо, что столько прям уже... Все-таки они не перекрывают природу? Нет, они не перекрывают природу. Природу перекрыть невозможно. Каждый находит
свой кусочек радости. Кому-то поесть вкусно хочется, кому-то поглазеть, вдохнуть свежего воздуха, и этого недостаточно. Снег, река, красота. Если наш оператор Давид Хашик что-то успеет снять на ходу, будет здорово. На остановке у нас особо времени нет. День короткий. А у нас 40 километров непростой дороги. Проехали контрольно-пропускной пункт, въехали в Рицинский национальный заповедник и проехали Голубое озеро. Уже вот немало снега и главное гололед. Мы едем сейчас уже по гололеду. Ощущается он, да, и по езде ощущается, машину начинает водить, носить. То есть время в пути увеличивается, потому что... Приостановимся, ты передок включишь. Я пока месяц снимаю за вами. Просто меня что-то подкидывает. Включите передок, слушай. Ну, учитывая этот гололед, у нас время... Передок подключаю, подключаю. Давайте я буду говорить, когда это можно будет. Вы засоряете эфир, человек здесь ведет репортаж. Руанд, учитывая, что сплошной гололед, время в пути у нас, конечно, увеличится, скорость мы развивать не можем. Вот. Будем наслаждаться красотой вокруг. Да, есть возможность, слава богу, это сделать. Красота в горах неописуемая, особенно зимой. Это передать словами невозможно. Сразу же проговорим, как должен действовать водитель в таких условиях. Вот едем по гололеду. Но самое главное, без экстренное торможение, чтобы не было, чтобы не приходилось резко тормозить, ты должен учитывать все эти моменты, должен наперед видеть дорогу и понимать, что тебе надо сделать. Стараться как бы ехать по дороге тихо, аккуратно. И как Да, бы всё скорость нормально. должна быть такой, которая тебе позволит Обязательно сказать. и остановиться, и сделать маневр. Чем сложнее дорожные условия, тем надо, конечно, сбрасывать скорость и никаких резких движений. Не Нет? надо бояться этого. Если даже машина немножко понесло, надо просто ее стабилизировать и ехать дальше. Ничего страшного нет. Ну, на переднем приводе, наоборот, надо дать чуть-чуть газку плавненько, Да, на заднем приводе. в натяг, Но чтобы если она пошла. На полном приводе совершенно другая езда. На самом деле, каждая машина, она требует определенного подхода к этому. Ну, в общем, никаких резких движений ни рулем, ни педалями. Да. Но если тебе даже понесло, то ты должен правильно себя повести. Да, на переднем приводе прибавляем чуть газу. Да, и прибавить газом. Всегда газом. В любом случае, тормозить это очень нехорошо на гололеде, потому что тебя еще больше развернет. Вот мы едем сквозь утесы какие-то высокие. Вот уже и второй тоннель перед нами. Но общепит работает. Общепит работает круглый год. И зимой, и летом. Уже можем сказать всем, поезжай к озеру Рица, и нисколько вы не пожалеете. Вот мы только начали свой путь, уже понимаем, что здорово. Елки, сосульки, снег. В общем, все то, что на побережье, это большая редкость. Вот и седаны встречаются смелые. Отчаяние. Чайные, да. Надеюсь, хотя бы шины у них зимние. Я думаю, здесь седан не на зимней. Я тоже. Не, на зимней резине передние приводные неплохо идут.
Но дальше уже подъемчики такие Да, на серьезные. подъеме передней или задней приводной машине сложно будет ехать. Еще никто не наследил, обочины чистые. Сейчас мы проезжаем такой красивый сказочный лес. То есть проехали буквально всего ничего, 15 километров. Вот мы оказались в зимней сказке. Зимняя сказка, да, самшитовый лес. Да, здесь очень красиво. И зимой, и летом, говорится, она очень интересная. Особенно зимой. Зимой, мне кажется, она более яркая даже. То ли для нас. Одинаковой не бывает. Ну да, она вообще одинаковая не бывает. Вот не надоедает никогда приезжать на Рицу, потому что игра света, она всегда разная. Дорога очень извилистая здесь, да, вот поэтому Много поворотов. как летом не поездишь уже. Учитывая дорожные условия, мы едем сколько километров? 40, 40 50. километров. Много было желающих с нами приехать, но мы всех взять не могли. К сожалению, да. А возьмешь, надо отвечать. Здесь надо, соответственно, одеться. Сейчас за бортом минусовая температура. Чем дальше, тем холоднее. То есть это тоже такая ответственность. Ну, с джиперами замерзнуть не получится. Мы все равно что-нибудь придумаем, конечно. Как Не, это ну, конечно, в машине согреются быстренько в любом костер случае. организуем, чаек побьем. Это у нас быстро происходит. Мурка, нормально себя ведет машина? Громаю? Да, что-то у тебя немножко ходишь влево-вправо. За это, может, сбросишь давление? Водители с нашей колонны делятся впечатлениями. Каждый рассказывает о поведении своей машины на гололеде. Ну, надо знать, как ее дорабатывать, что не хватает. И подальше от обочин. Стараться из колеи не выходить, желательно ехать в колье, и как бы это будет безопаснее. Если въехать там колесом в снег на обочине, то машину закрутит чуть-чуть так. А может и не чуть-чуть. Да, это уже по-разному бывает. Но мы сейчас едем даже не 40 километров. Условия ухудшаются. Немножко чуть-чуть совсем скользко стало. Здесь река рядом, влажность большая и продувается, видать, тоже неплохо. Вот на подъеме, если там не почистить, не посыпать песком, даже нам подняться будет очень Будет сложно. да, очень сложно подняться. Придется одевать цепи. Роланд, ну вы, вот ваш автоклуб, часто встречаете гостей из России, возите их по вот подобным маршрутам. Вот про это расскажите, как у вас? Мы много чем занимаемся. Мы здесь провели 2 соревнования Юга России. Мы вообще все спортсмены. Начнем с этого. В свое время занимались. Это был наш спорт. Сегодня это как бы стал наш хобби. Сегодня уже катаем друзей, товарищей. Делаем экскурсии, экспедиции. Как бы немножко уже больше отдыхаем. Ну, все больше вот таких маршрутов становится, да? Вот Они раньше- становятся актуальными, да, они Да. становятся актуальными, интересными в этом плане, что как бы, людям больше и больше хочется уезжать подальше в горы. В горах это немножко по-другому как бы все выглядит. В горах немножко понимаешь, что такое вода, что такое еда, что такое холод, что такое безопасность. Как бы, начинаешь эти все вещи понимать в горах. Ну и красота Ну и неповторимая. красота, само собой, неповторимая. Для этого туда люди и едут, что там на самом деле очень красиво, комфортно, свежо. Получаешь тот адреналин, которого ты не можешь найти здесь, внизу. Ну да, потом очень многие приезжают не первый раз. Они уже видели пещеру Новофонскую, видели озеро Рица. И им хочется еще и еще там ездить, что-то смотреть. Что-то, то, что они еще не видели. Это да. Что, снимаем ролик? Да, постановочку сделать здесь. Сейчас находимся в Юбшарском каньоне. Здесь к нам присоединилась еще одна группа. Будет еще веселее. Колонна у нас из 4 машин.
Поедем дальше. Я надеюсь, засветло успеем мы доехать до озера Рица. Вот все дрифтуют. Где еще можно так дрифтовать? Проехали мы Юбшарский каньон. Здесь сливаются две реки, Гега и Бзыбь. Эти спринтеры ездят, я не знаю, до конца ли он ездил. Ну, до конца он вряд ли поднялся, но пытаются, по крайней мере, это сделать. Молодцы ребята, людей не оставляют, пытаются. Вот водопад проехали, мужские слезы. И сюда приехать здорово. Да, здесь очень красиво. Вот, заснежено. Камера, к сожалению, не передает той красоты, которая здесь есть сейчас. Это точно. Никакая камера не может передать эти ощущения. Вот здесь очень красивый лес. Вот я замечал, здесь вот лес с мхом начинается. Деревья, обросшие мхом и такие замерзшие зимой, заснеженные. Начались крутые подъемы, крутые повороты. Здесь у нас солнце вроде бы и не светит, но по той горе видно, что солнце пока яркое, отсвечивает гора. Вот такие подъемчики. Здесь уже без хорошо подготовленной машины не проехать. Да, здесь самое интересное будет это спускаться. Уже поднялись повыше, здесь солнце нас теперь греет. И картинка красивее стала. Но ехать стало сложнее, да? Да, немножко ползаем, подъем и спуски свою делают. Масса машины как бы давит. Ну, снег утрамбован здесь. Вот, посмотрим, как дальше. Да, техника прошла, утрамбовала, колья есть. Мы так переживали, но, в общем-то, довольно-таки благополучно подъезжаем к озеру. Да, можно сказать, доехали, все спокойно, все хорошо, слава богу. Вот мы и приехали. К нашему подъезду и снегоуборочная техника едет расчищать дорогу дальше. Доехали мы до Рицы без особых сложностей. Дорога была нормальная, потому что ее очищали от снега. Вот, и только что проехала снегоуборочная техника, чистить дальше. Как тебе дорога, Роман? Ну, в принципе, как обычно. Я думаю, будет сложнее, конечно, но для нас сложности не такие большие были, поэтому мы доехали спокойно, комфортно, с настроением, все хорошо. Я тоже думал, после снегопада еще не успели почистить, но
Как видим, почистили. Да, техника поработала, на самом деле. Огромное отдельное спасибо Рицинскому заповедному парку. Они как бы смотрят за дорогой, следят за дорогой. На любом автомобиле, по большому счету, на полноприводном желательно, конечно, на зимней резине сюда едется, доезжается. Все комфортно, все шикарно. Отдельно спасибо им, конечно, за такой подход к этому делу. Спасибо. Так что всем советуем покорять Зимнюю Рицу. Рица расположена между горами на высоте 950 метров, в 40 километрах от основного шоссе. Рица удивительна по своей красоте. Берега озера крутые и покрыты густым лесом с высокими хвойными деревьями. На вершинах гор даже летом лежит снег. Ну а зимой здесь все заснежено глубоким снегом, и озеро бывает покрывается ледяным панцирем. Авторивьера и автоклуб «Внедорожная Абхазия» поздравляют всех с новым 2022 годом. С Новым годом! С Новым годом!